Мотопланеризм набирает все большую популярность в Ленске. Если несколько лет назад в небо поднималась всего лишь единица отчаянных мужчин, то теперь таких в городе более 20 человек. Сергей Евсюков встретился с некоторыми воздухоплавателями и узнал, что заставляет людей сделать шаг в небо. У этих мужчин, парящих под облаками, в детстве была мечта – подняться в небо. Но каждый шел к ней своим путем. Это, мне кажется, у любого мальчишки такие мечты. Но у меня особенно была такая мечта – летать, летчиком стать. Ну, в жизни немножко по-другому все изменилось. Стал инструктором парашютной службы, 16 лет тушил лесные пожары. Аналогичная история и у Александра Саморцева. Аэроклуб, прыжки с парашютом, проклайдинг, полеты наяву, только вот очень короткие. Не зря про парашютистов даже говорят. Целый день пашешь, как ломовая лошадь, а орел всего на 3 минуты, то есть на период прыжка. И вот хотелось вот этот период орлизма продлить, да. Те же чувства испытывали и другие спортсмены. Зато сейчас, когда за спиной мотор и над головой крыло, ощущение полета несравнимо с парашютом. Главное в полете, считают парапланеристы, это уверенность в себе. Все признались, первый шаг в небо вызывал определенный страх. Но как настоящий мужчина, каждый из них переступил через него. В этом убеждаешься, когда смотришь, какие виражи закладывает Сергей Хорзов. Особый шик пролететь над рекой и коснуться ногой воды. Это, конечно, ребячество, это, конечно, меня не оправдывает и не обеляет. Так делать нельзя. Ну, во-первых, я же это делаю как бы уже, с уверенностью тоже. Я уверен, в куполе стабильно купол идет. Если, допустим, какая-то нестабильная погода бы была, порывы ветра там или рывки, я бы, конечно, этого бы делать не стал. Но что не сделаешь ради драйва, признается спортсмен. Правда, используют парамоторы не только для получения дозы адреналина и собственного удовольствия. Мужчины нашли им и другое применение. Вот по просьбе, допустим, коневодов из Мирнинского района в прошлом году я летал к ним. За один заход мы 4 волка я отстрелял. И за второй заход еще 2 отстрелял. Потом в этом году тоже коневоды просили. Так что мотопланер – средство универсальное и, в принципе, относительно безопасное. Александр Саморцев даже берет в полет сына на тандеме. Тебе не страшно, Лев, когда ты летишь? Нет. Не страшно? Ты доволен, что ты поднялся в небо? Да. Всегда довольный. Довольны полетами и другие планеристы, ведь для того, чтобы подняться в небо, им пришлось преодолеть некоторые трудности. Изыскать средства для приобретения дорогих аппаратов, перебороть страх первого отрыва от земли и, наконец, достигнуть цели – исполнить детскую мечту. Именно в этом и заключается секрет мужской силы и успеха.